И снова здравствуйте. Это программа «Вечерняя игра» на телеканале ТНВ. И снова с вами мы, ее ведущие, Илья Сергеева. Петр Нежинский. Беседы, чай и шашки. Да. И беседовать мы сегодня будем с заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов», генеральным директором Центра развития профессиональных компетенций Эмилием Губайдуллиным. Добрый вечер. Добрый, Эмиль. Как вам шашки? Игра детства. То Много есть воспоминаний. любите, умеете? Я только начинаю. Только. Мы любили играть различные ее модификации. Наверное, в поддавки, в Чапаевку играть не будем, иначе что-то разлетится мимо. Тогда ваш ход. Давайте попробуем. Давайте. Хоть начнем. как-нибудь. Почему же хоть как-нибудь? Ну, человек играл все детство, а я уже Наверное, зрелость. Последний раз играл я где-то, наверное, в школьном лагере, действительно. Это было очень давно, прилично. Давайте пока так прикроемся. Вот буквально только-только в республике завершился, опять-таки, республиканский чемпионат рабочих профессий, рабочих специальностей. И насколько сейчас наша республика готова к чемпионату WorldSkills, который мы примем уже в 2019 году? Ведь времени-то немного, а мероприятие-то необычное. Действительно, республиканский чемпионат закончился, но уже начались отборочные полуфиналы. Буквально в воскресенье первые наши ребята разъехались по всей стране, по 7 регионам. Сейчас вот в Москве соревнования начались, в Якутии, в Комсомольск-на-Амуре, в Ульяновске. Так что по направлениям, по сферам именно компетенций, по сферам профессии, ребята сейчас отстаивают часть республики и право представлять уже нашу республику на финале, который пройдет в Краснодаре. Ну а в целом чемпионат у нас прошел, как всегда, масштабно. Это не первый для нас чемпионат. Мы уже принимали, в том числе, российские чемпионаты в 2014 году, в 2015 году. Это как раз 2 года, когда мы подавали свою заявку на проведение мирового чемпионата. И для нас было важно получить вот такой опыт, соревновательный опыт именно в формате WorldSkills. Потому что спортивных соревнований проводили в своем городе огромное количество. А здесь немножко другой формат, немножко другие правила, немножко другие люди. И совершенно абсолютно другое оснащение, и это не спортивные объекты уже. Поэтому такой опыт был, а республиканский чемпионат прошел успешно. У нас впервые, наверное, огромное количество участников прошло через чемпионат на сетевых, то есть когда мы отбирали сначала ребят внутри колледжей, у нас фактически каждый 10-й учащийся в системе СПО принял участие в чемпионате. Ну а сам чемпионат порядка 1200 человек, это ребята... Это и участники, и эксперты, это 76 компетенций, это огромное количество. Даже европейский чемпионат, например, он прошел в Швеции в декабре года, всего лишь по 34 он проводился, а здесь 76. Это и такие для нас стандартные профессии, или компетенции они называются в терминологии. Есть и компетенции будущее, то есть те профессии, которые в перспективе в ближайшее время, такие, например, как технологии композитов, прототипирование, те, что могут быть стать популярными. В дальнейшем это профессия будущего. Но, естественно, мы не забывали о детях. То есть у нас есть такое направление работы, как Junior Skills. Это когда дети с 10 до 16 лет в 2 возрастных категориях, 10-14, 14-16, также принимают участие. Да, действительно, немножко попроще к ним условия, немножко полегче оборудование, но, тем не менее, также такие же ребята, которые в работе на станках с ЧПУ участвуют в соревнованиях, соревнуются между собой. Они также отбирались по всей республике, в городах, в округах наших. И это наша перспектива, наши будущие ребята, которые, надеемся, в ближайшие годы, в том числе некоторые из них в 2019 году войдут в состав нашей сборной. Эмиль, мне бы очень хотелось для наших телезрителей в 2 словах все-таки, чтобы вы расшифровали. Люди сейчас включили телевизор, столько слов новых слышат. Что же это такое WorldSkills? Вообще, WorldSkills, да, как ни странно, для России действительно новое явление. То есть Российская Федерация вступила в эту глобальную международную организацию движения всего лишь в 2012 году, буквально, получается, 5 лет в этом году, как это произошло. А вообще, это международная организация, которая, в принципе, зародилась где-то в 1946 году в Испании, и впервые испанцы провели чемпионат, в котором приняли участие по 2 профессиям 24 человека всего лишь. А официально, как международная структура, она появилась в 1950 году. И с тех пор, с каждым годом, все большее количество стран входит в это международное движение. В Казани состоится, например, 45-й чемпионат мира в 2019 году. В этом году будет 44-й, он пройдет в Абу-Даби. Таким образом, это организация, международная организация, в которой... Сейчас на экранах мы видим... Да, это Skills, это действительно один из... То есть это победитель конкурса талисманов, автором является его
житель Самары. Это один из более чем 80 работ, которые были поданы на конкурс, и достаточно в течение длительного периода, 2 месяцев, мы отбирали по различным критериям. Вот такой у нас чудо-человечек, символизирующий себе и как бы национальные моменты, и молодежь, и человек, работающий в различных сферах. Вы посмотрите, он там в одежде такой, что он может быть и поваром, и кондитером работать. И, в принципе, тут тоже нужно, мне кажется, пояснить, что, опять же, телезрители наши смотрят и слышат, что соревнования, это не со спортом связано. Это... Я не договорил, действительно. WorldSkills – это международная организация, основной целью которой является популяризация рабочих профессий. Это внедрение новых образовательных стандартов, и при этом, чтобы эти стандарты были мировыми, и они соответствовали, их уровень соответствовал во всех странах, как минимум, да, чтобы действительно высококвалифицированные рабочие кадры были во всех странах, и они готовились примерно по одинаковым программам, на одинаковом уровне, на лучшем международном мировом оборудовании. И здесь не случайно, потому что крупнейшие мировые компании являются партнерами этого движения, например. Ну, не будем называть марки, да, но тем не менее, многие из них мировые бренды борются очень часто за право быть одними из партнеров и спонсоров. Поясню тоже, почему потом. И, ну, соответственно, вот один из механизмов такого, знаете, подведения, наверное, итогов работы этой организации являются мировые чемпионаты, которые проводятся раз в 2 года в различных странах. Там, в 2011 году, например, это был Лондон, в 2013 Лейпциг, Германия, вот, в 2015 это был Сан-Паулу, Бразилия, собственно, тот город, в котором мы презентовали свою заявку и получили право проводить в 2019 году. В этом году это Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби. В 2019 году Казань. На 2021 год, насколько нам пока известно, у нас заявляются 2 страны, это Китай и Швейцария. Ну, план война покажет, будем смотреть, кто из них предложит наиболее интересные условия для развития этого движения как в стране, так и основная задача же этим чемпионатам дать толчок, какой-то новый толчок, развитию новых профессий, появление каких-то нового оборудования, появление какого-то новых стандартов, появление, соответственно, новых людей в этой сфере. Вообще, вот, действительно, это соревнуются люди, молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет, по ряду профессий до 25, но они соревнуются там, не в футболе, не в хоккее, они соревнуются в своем профессиональном мастерстве. Повара, кулинары, ювелиры, плиточники, каменотесы, обслуживание гражданского автотранспорта, если брать российские компетенции, ветеринары, химические лабораторные анализы, огромное количество спектр. В целом это 6 основных видов направлений, да, сфер, в которые можно все эти профессии соединить. По ним ребята соревнуются. Ну, например, на уровне международном это 51 компетенция на сегодняшний момент. Ну вот хорошо, допустим, соревнования каменотесов. Участвуют каменотесы со всего мира. И как определяется лучше? В спорте, понятно, первый прибежал, больше голов забил и так далее. Здесь соревнования длятся, как правило, 3-4 дня. Да, отборочные какие-то тоже дни проходят? Нет. Основная задача отборочные, каждая страна проводит свои внутренние чемпионаты. Да, естественно, то есть брать Российскую Федерацию, да, то есть мы проводим между колледжами соревнования, потом проводятся соревнования региональные, а теперь вот полуфинал, как я говорил, сейчас стартовали. В мае месяце у нас состоится финал национального чемпионата в городе Краснодар, где уже лучшие ребят со всей России съедутся за то, чтобы отставить, быть первым в Российской Федерации и иметь право быть включенным в состав нашей российской сборной, чтобы представлять нашу страну, например, на чемпионате в Абу-Даби. Вот. Поэтому едут туда уже лучшие ребята, хотя очень тяжело порой отбирать, потому что там очень достаточно большое количество грамотных действительно специалистов уже в нашей стране появляется. То есть конкуренция по ряду компетенций очень большая. И разница между ребятами бывает балл, 2, 3. Поэтому мы всегда стараемся все-таки отбирать в нашу расширенную сборную человек 5-7. Это Российская Федерация касается. Даже по Республике Татарстан мы по такому же принципу пошли, что как минимум по 3 члена сборной мы берем для того, чтобы потом в процессе подготовки смотреть, это ведь и психологически их подготовка, и языковая подготовка очень важна, и вообще стрессоустойчивость, и умение коммуницировать. Мы все со всех сторон смотрим результат, который они дают, какое количество баллов по выполнению тех или иных модулей выполняют, только после этого определяется тот, кто поедет. А вообще... Давайте их дальнейшую судьбу, вот тех лучших из лучших, мы узнаем очень скоро, через пару минуток после рекламы на ТНВ.
Тут за время рекламной паузы у Петра уже 2 шашки съели. И Петр съел одну. Чувствую себя шашечным ладно. комментатором. До рекламной паузы мы говорили о том, как лучшие из лучших, которые отбираются в стране, едут на мировой чемпионат WorldSkills. И там уже соревнуются. И вы нам обещали рассказать, как же выбирают лучших, потому что тут не спорт, тут все как-то несколько сложнее. Наверное, правильно рассказать, в чем они соревнуются, да, Да, изначально. То есть, действительно, соревнования проходят 3-4 дня. И весь соревновательный процесс существует по каждой профессии, по каждой компетенции, если уж брать терминологию. Соревнования делятся на модули. То есть человек выполняет определенные действия, которые должно показать какой-то результат. И, соответственно, соревнования длятся в среднем 21-24 часа целиком, да, от начала его первого действия и до последнего действия, когда должен появиться какой-то итоговый продукт их работы. Соответственно, здесь очень много факторов, которые учитываются. Объективные, субъективные. Есть различные компетенции, понятное дело. Если, например, взять плиточника, укладку плитку, ему дается задание. Там 2 картины, 2 стены плиточные, на которых он должен на одной выложить по ему заранее данному эскизу, соответственно, не знаю, башню Сюмбике, а на второй, например, Московский Кремль. Да? Все это он вырезает через плитки, все это накладывается. Здесь очень много моментов судьями, экспертами, соответственно, высчитывается размер там, шва, угол наклона, как все затерто, сантиметр в сантиметр ли вырезана картины. Ну, соответственно, вот, например, или кондитеры, да, их задача первый день, например, что-то сделать из шоколада, второй день из карамели. Ну, то есть это различно. При этом это практически получается произведение искусства, потому что из карамели они могут им поручить сделать, я не знаю, джина или, опять же, какое-то необычное изделие, и оно должно быть и визуальное, и с вкусовой точки зрения. Очень много нюансов связанных. Они должны выдержать правильный вес, правильный внешний вид, там, да, правильные технологии применять. А есть такие компетенции, в которых, то есть часть профессии очень достаточно легко измерить, потому что есть измерительные показатели, по которым можно рассчитать. А есть такие компетенции, они такие, знаете, больше игровые, да, например, социальный медицинский уход или администрирование отелей, когда человек фактически, перед человеком разыгрываются сцены, он является администратором отеля, стоит на ресепшене, к нему приезжает посетитель может стать плохо, он может быть пьяным, он может быть дебоширить. И здесь рассчитывается именно, как себя человек поведет, как будет коммуницировать, как он будет к той или иной нестандартной ситуации подходить, как он будет отвечать на звонки. Все это оценивается большим количеством экспертного сообщества. Ну, могу сказать, что фактически у каждого участника свой судья, один эксперт. Да? И таким образом, по истечении 3 дней, каждый день все результаты вас заносятся в специальную электронную базу, которая называется система CIS, куда вводятся все параметры, и на протяжении 3 дней данные выводятся, и уже только там на 4-й день становятся ясные результаты. При этом, в отличие от спорта, если тут ты по итогам игры или схватки, ты заранее знаешь результат, ребята узнают о том, стали ли они победителями или призерами, или, к сожалению, в этот раз ничего не выиграли, только в момент уже официальной церемонии награждения. Они все сидят в зале, на сцене происходит какое-то действие, и уже только со слов ведущего ребята узнают, кто же из них занял призовое место. Тут эмоции Интрига точно держится до самого последнего момента. Это в определенном плане, наверное, для нас, как для организаторов подобных мероприятий, накладывает определенные риски, да, и ответственность, потому что нужно все правильно рассчитать, грамотно, для того, чтобы сама церемония не была растянута максимально длительно, потому что, ну, например, если брать мировой чемпионат, церемония закрытия и награждения, например, на чемпионате в Германии шла 3 часа 48 минут. Почти как Оскар. Как и Оскар. Например, в 2015 году Сан-Паулу заняла 2:40, но и то потому, что мы здесь используем не мы, а организаторы со стороны Бразилии используют 2 подиума для того, чтобы максимально ускорить процесс. Пока человек выйдет из зала, пока он добежит, пока порадуется, пока ему вручат медаль, диплом, пока он все сфотографируется, уйдет на пресс-подход и так далее, достаточно длительный период. Но это интересно, до последнего момента не знать, все 4 дня переживать, но тем не менее это очень большая психологическая ответственность. Почему я говорю, что когда мы отбираем сборную, в том числе очень большое внимание начали уделять надпрофессиональной подготовке и психологической, в том числе и языковой подготовке. Потому что мировой чемпионат, это в любом случае нужно знать английский язык, потому что либо общение идет, вот как администрирование отелей, социально-медицинский уход, где
предметом, ну, как бы смотрят по твоему общению, да, и здесь уже важно знать язык, терминологию, или тебе важно прочитать конкурсное задание, оно, естественно, будет на английском. И второй момент, это, естественно, надпрофессиональная подготовка, то есть, ну, можно сколько угодно человека тренировать, ковать кирпич, стоять в станках с ЧПУ, да, всему этому обучать, но если он психологически не готов, потому что ты 24 часа, 3 дня подряд, например, соревнуешься, вокруг тебя ходят десятки тысяч человек, смотрят, потому что это тоже профориентационное мероприятие. Ты не должен ни на что отвлекаться, ни с кем разговаривать. Но с другой стороны, ты можешь поговорить с экспертом, спросить у него совета. В любом случае, ответственность, которая на тебя давит, ты можешь совершить в первый день небольшую ошибку, но не сломаться, потому что на второй, третий день ты можешь эту ошибку исправить и баллами набрать. А твой соперник в третий день может ошибиться. И, например, на последнем чемпионате в Швеции такая ситуация у наших ребят тоже была. Ну, наши ребята заняли тоже по одной из компетенций мобильная робототехника в составе российской сборной 2-е место. Ну, была аналогичная ситуация, ребята не сломались, несмотря на ту небольшую ошибку, которая была произведена, но смогли в последующие модули соревновательные все-таки, скажем так, вытянуть, да, и заняли 2-е место. Впервые в России, именно в истории Российской Федерации. Вообще, чемпионат Швеции для российской сборной был таким уникальным событием. Мы впервые заняли действительно призовые места, это 5 медалей. Мы повезли участников по всем компетенциям. В общекомандном зачете, если считать по баллам, Российская Федерация вообще впервые стала первой. Если считать по баллам, по медалям, то да, мы в первой десятке. Это большой действительно прогресс. 5 медалей, и при этом из 5 медалей очень приятно, что 2 медали это из Татарстана. Одно золото и одно серебро. И, ну, это достаточно большой показатель. А с учетом того, что через 2 дня после их возвращения их принимал личный президент Российской Федерации, ну, это говорит о том, какое внимание на данный момент уделяется как в регионах, так и на уровне Российской Федерации к развитию именно вот профессионального образования и вообще подготовки рабочих кадров. Это не спортсмены, это обычные ребята, СУЗов, как раньше было принято Но это называть. фактически спорт, получается, Это, так да. вот по рассказам прям и по подготовке. И по подготовке, да. Подготовка тоже длительный процесс, ребята очень длительное время тренируются, после учебы, значит, конечно, приходится забыть где-то им о личной жизни, о каких-то интересах, потому что здесь уже уровень ответственности большой. Мы по республиканской сборной, то есть запустили и отдельные лагеря у нас проводятся, да, где мы с ребятами работают психологи, по языковой подготовке, какие-то навыки преподаем. Помимо этого, ребята постоянно проходят стажировку, ездят на другие чемпионаты. Что касается российской сборной, у них такая фактически весь график расписан. Сегодня они находятся там на базе какого-то учреждения, завтра они тренируются на базе предприятия, послезавтра они летят на открытый чемпионат Нидерландов там, или Китая, потому что одно дело, ты тренируешься, второе дело, это чемпионатный опыт, потому что нужно смотреть, как работают другие ребята в других странах, нужно понимать, на каком они уровне, нужно чувствовать вот это постоянный азарт именно соревновательный, потому что без этого невозможно будет закалять. А вообще мы говорим, на самом деле, когда говорим о сборных, да, это, наверное, все-таки единицы, но на самом деле это движение WorldSkills, оно как, наверное, инструмент вообще развития профессионального образования в нашей стране и в нашей республике. Вот с тех пор, как оно начало развиваться, наверное, вот мы нашли некий такой инструмент, который помогает нам вот эти рабочие профессии популяризировать среди молодежи. И мы видим, что с каждым годом ситуация на самом деле улучшается. Мы просто сравнивали, например, в прошлом году, в 2016 году, из 34 тысяч человек, которые заканчивали 9 класс, более 50% ушли и пошли в систему профессионального образования. Это люди, которые пошли осознанно учиться на рабочей профессии, да, скажем так. При этом с каждым годом растет конкурс нашей образовательной организации. Мы, опять же, сравнивая, например, прошлый год, ну, например, в Казанский педагогический колледж в том году конкурс составлял 8,5 человек при среднем балле в 4,7. Или в строительный колледж 6,5 человек на место при среднем балле 4,8. А это фактически отличники. То есть это не как раньше было принято, что троечники уходят из школы и идут учиться в ПТУ. Да? Это действительно ребята, которые идут за будущим. Или, например, Сармановский аграрный колледж, там 3 человека на месте и балл тоже там, 4 балла средний. Это говорит о том, что есть интерес. Интерес он проявляется, потому что, слава богу, с каждым годом интерес из стороны государства идет, и со стороны бизнеса и предприятий. Для нас очень важно, что сами предприятия начали активно поддерживать вот это движение WorldSkills.
Между предприятиями проходят соревнования. Они традиционно, мы стали на уровне Российской Федерации. В Екатеринбурге традиционно где-то в октябре-ноябре проводится чемпионат сквозных рабочих профессий, хай-тек, где именно молодые сотрудники предприятий соревнуются между собой. При этом крупнейших предприятий России, таких как Росатом, Ростех, КАМАЗ, туда также приезжают наши татарстанские различные компании. Это тоже определенный показатель. И слава богу, то есть они оказывают и поддержку молодым ребятам в подготовке. Потому что самое чемпионатное движение, это вот действительно, как говорил, инструмент. Это инструмент соревновательный, когда многие ребята стараются, стремятся как бы в вузы, между вузами идет конкуренция, они хотят как можно больше таких ребят подготовить, внутри себя чемпионаты начинают проводить. И помимо этого мы в прошлого года начали внедрять методику проведения государственного аттестационного экзамена в России Республике Татарстан в соответствии с стандартами WorldSkills. То есть ребята проходят на ГИА такой же экзамен именно по стандартам WorldSkills. И сейчас на уровне Российской Федерации это тоже активно начинает внедряться в различных регионах Российской Федерации в качестве некого демонстрационного экзамена. Когда ребята по какой-то из компетенций экзамен сдают как раз по стандартам WorldSkills, выполняя те или иные модулей. Понимаете, это для нас тоже показатель, да, это некое ЕГЭ. То есть мы реально из года в год от каждого учебного заведения можем понимать, какое количество баллов набрал и насколько уровень ребят растет. Это действительно некий показатель уровня, который можно рассчитать по баллам, потому что система одинаковая, система расчетов одинаковая, система оценки одинаковая, эксперты одинаковые, стандарты оборудования должно быть у всех одинаковые. И благодаря этому некая система оценки происходит. Для нас это как бы тоже один из важных моментов в этом чемпионатном движении, помимо самих соревнований, что это массовость, что это новый просто инструмент. У нас как раз есть сюжет про то, какой он участник соревнований WorldSkills. Давайте посмотрим. Рамзиль Камалиев учится на 3-м курсе колледжа дизайна. Говорит, что с ранних лет любил смотреть программы о моде и изучать модели одежды. Наверное, уже в детстве он понял, что хочет стать дизайнером. Начал молодой человек с дизайна обуви, но со временем решил, что для того, чтобы стать профессионалом своего дела, нужно быть универсальным мастером. Сейчас он умеет делать практически все. Свои таланты он в полной мере продемонстрировал на чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Во время подготовки к нему Рамзиль освоил еще и пошив женской одежды. Еще на 1-м курсе о нем говорили, что есть такой вот увлеченный студент, потому что он у нас вот на кружок и изделия из меха ходил. То есть пока вот тут он не участвовал в нашем чемпионате, потом, вот видите, в этом году он захотел поучаствовать вот в конкурсе WorldSkills на нашем внутриколледжном чемпионате, который в сентябре прошел. Ну и стал потом участвовать уже на региональном чемпионате. Ну и так вот далее. И сейчас тренируется дальше. Жюри по достоинству оценило профессиональные навыки молодого человека и присудило нашему герою 1-е место. Несколько этапов. Первый у нас там рисовать надо, эскиз, а второй уже там наколка, а 3-й декор, а 4-й там моделировка надо делать, там дается база, и у нас конечный там платье надо закончить. Чемпионат WorldSkills – хорошая возможность для студентов продемонстрировать свое мастерство и скорость работы. За короткое время ребята должны шить платье или жакет. Наш колледж технологии и дизайна является специализированным центром компетенций по технологии моды. Вот уже 5-й год мы готовим площадку, готовим региональный конкурс WorldSkills. На базе и колледжа проходила, на базе Казанской ярмарки проходили эти чемпионаты. Заключается этот конкурс в том, что ребятам дают несколько модулей, на определенное время они выполняют задания по этим модулям. Пожелаем молодым специалистам успехов и будем болеть за ребят, которые представят Татарстан в Абу-Даби на WorldSkills 2017. Действительно, очень непростые требования предъявляются к участникам. Тут ты должен быть и профессионалом, и психологом, и буквально кремнем. Но до сюжета вы нам сказали, что конкурс в бывшей ПТУ, как их раньше называли, огромный. Неужели до сих пор кадровый голод присутствует? Действительно, на предприятиях на данный момент есть запрос. Действительно, не хватает высококвалифицированных кадров.
Конечно же, наше учебное заведение выпускает кадры, да, готовит специалистов, но приходя на предприятие сталкивается с тем, что специалист не готов работать на современном оборудовании, которое стоит на предприятии, да, например. И ему приходится тратить время, тратить деньги на для того, обучение, чтобы специалиста переучивать. Это достаточно длительный процесс. Мы, понимая это, если брать республику, пошли по той системе, что сейчас в республике на базе нашего учебного заведения мы создаем ресурсные центры. Ну, даже ресурсный центр, то есть это некий учебное заведение, где аккумулируются как финансовые, так и средства, да, предприятий, учебного заведения самого, то, что выделяется государством, и на его базе, соответственно, по заказу предприятия уже готовится по заказу и по тем требованиям, которые предприятию необходимы, готовятся специалисты. Есть краткосрочные курсы, есть долгосрочные. Предприятия отправляют на переобучение имеющиеся кадры. Или заранее говорят, что нам нужно через 2 года получить 50 специалистов, которые должны уметь вот на этом оборудовании. Предприятие участвует в закупке этого оборудования, чтобы человек, действительно, приходя уже после учебного заведения на предприятие, знал, к какому станку подойти, как на нем работать, и предприятие не тратило ни времени, ни денег. Вы работаете на упреждение. Мы работаем на то. Основная WorldSkills ведь это, я как говорил, инструмент. И основная наша задача даже не провести чемпионат там, этого года, выиграть там, какой-то национальный чемпионат. Или, естественно, задача там, стоит провести чемпионат мира 2019 года на самом высшем уровне. Да, или улучшить чемпионат в истории, как мы обычно любим говорить. И мы максимально все для этого сделаем. Но основная задача все-таки поменять систему и готовить именно высококвалифицированных рабочие кадры для нашей системы, для нашей экономики, для наших предприятий. И это глобальная задача, поэтому над этим сейчас работают все. И в той работе, которую мы ведем, мы не одни, не только те организации, которые вот я представляю. Сейчас и практически все министерства республики, если говорить о республике, включены в этот процесс. У нас все компетенции распределены между ведущими министерствами. Они сами предприятия. И основная тоже наша задача выстроить вот такую систему, когда есть учебное заведение, есть министерство курирующее, есть предприятие. И вот эта система должна работать для того, чтобы максимально был эффект, максимально короткие сроки. Сейчас мы большой акцент делаем на, естественно, улучшение инфраструктуры, на техническое оснащение. Только с 2014 по 2016 год, например, на ту же программу ресурсных центров, а их на сегодняшний момент создано 20 ресурсных центров, только из республиканского бюджета было выделено 2,5 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда практически ушло на то, чтобы сделать ремонт, да, привести наше учебное заведение в современное качественное состояние, да, и вид, и порядка там 500 миллионов на закупку действительно современного оборудования. При этом это оборудование как учебное, лабораторное, так и оборудование промышленное. То есть как раз на том, чем ребята работают. Это большие финансовые средства здесь. Очень приятно, что работодатели не стоят на месте, они сами вкладывают. Сейчас, вот, например, по программе, которую мы в том году утвердили с президентом республики, по развитию движения и подготовки нашей сборной, огромное количество наших предприятий включились. Они фактически берут шефство над теми или иными профессиями, потому что им это востребовано. Вот, кстати, о профессиях такой вопрос. В свое время молодые люди, когда заканчивали школу, поступали в университет, пределом мечтаний было, конечно, не идти в рабочую профессию, да, была такая ситуация, а где-нибудь засесть в офисе или стать менеджером, топ-менеджером, допустим. Сейчас, слава богу, ситуация изменилась, ну вот, судя по вашему разговору, Эмиль. Так вот, вопрос такой, куда больше молодежь идет? Какая профессия ее сейчас больше интересует рабочая? Какая она востребованная самая? Ну или там, не знаю, 3-4 таких вот направления. Ну, если брать даже вот по конкурсу, как бы это ни звучало, действительно, вот та же педагогика, подготовка педагогов для детских садов, дошкольного образования, там, начальный класс, это очень востребованные специалисты. И многие ребята туда идут. Естественно, большую популярность пользуется, естественно, если брать нашу республику, наш город IT, с учетом того, что мы IT-столица, фактически у нас развивается Иннополис. У нас создан, да, межрегиональный центр компетенций на базе нашего Казанского техникума информационных технологий и связи, которая оснащена после последнего СОУ-техники. И очень большой конкурс. Ребята со всей страны приезжают. IT-направление – это тоже рабочая профессия. Это сетевое системное администрирование, инженерный дизайн, там различные программные решения для бизнеса. Там тоже есть нехватка действительно рук. И, как правило, во многих IT-компаниях даже нужны востребованные люди, которые окончили вуз там какой-то. Им нужны рабочие руки, которые имеют минимальный там комплект навыков, да, но они очень
талантливые и хотят придумать что-то новое. Естественно, пользуется популярностью и энергетический комплекс, да, строительные компетенции, потому что строительный рынок, в принципе, из года в год растет. И есть запрос на то, чтобы это были наши кадры, да, не приглашенные строители из других стран. А квалифицированных тех же сантехников очень мало. Плиточники те же Плиточников, да, кирпичная кладка, да. А вот как бы это не шутка, но профессиональный сантехник, да, умеющий работать с различного вида оборудования и сантехническим, скажем так, оборудованием, да, раковинами, то есть так далее, он может зарабатывать в месяц до 200-300 тысяч рублей. Это то, что действительно высококвалифицированный специалист может, а это сантехник. Все. Сейчас, похоже, офисы у нас опустеют. И мы же, объективно, если так, мы вникаем в эту профессию, в это дело, в эту работу, то есть на протяжении, вот я, получается, 3 лет этим процессом уже занимаюсь, фактически с 2014 года. Но вот если так задуматься, мы ведь без этих людей жить не можем, да. По большому счету, да. Кто готовит. Все профессии нужны, все профессии важны, как говорилось. Мы приходим в ресторан и понимаем, что есть там бармен, официант, кулинар, повар, кондитер, администратор. Это все рабочие люди, которых не учат в высших учебных заведениях. Ну, грубо говоря, да. Если тебе нужно сделать в квартире ремонт, мы понимаем, что нужны рабочие. Согласитесь, тот, кто делал ремонт, понимает, как тот, сложно. Тот, кто попытался приклеить обои. Или как сложно найти нормальную, качественную бригаду, которая действительно сделает качественную работу. Да? Это тоже достаточно. Именно мы снова ненадолго прервемся. У нас рабочая лошадка всех телеканалов и радиостанций. Реклама. А вот любопытно, от Татарстана на предстоящие соревнования в Абу-Даби у нас кто поедет? Кто победил в феврале? Какие профессии представлены даже? Вот. Ну, костяк сборной, скажем так, сформирован, но расширенный состав, как я об этом в предыдущем времени говорил, что он не единичный экземпляр, да, члена сборной. Мы ждем сейчас, когда пройдет финал национального чемпионата, чтобы окончательно понять уровень всех ребят. И я думаю, что в течение лета, еще будут проходить отборы. Но в целом у Татарстана неплохие, естественно, шансы в тех компетенциях, в которых, например, наши ребята ездили в Швецию. Как минимум мы надеемся, что 3 участника поедут, по 3 компетенциям мы будем представлены. Это и мобильная робототехника, это холодильное оборудование, кондиционирование, это медицинский социальный уход или сестринский, как сестринское дело, как обычно называют, сестра-сиделка в простонародье. Как минимум в этих 3 компетенциях, но есть достойные ребята по многим, и по кулинарам, и по ряду других компетенций ребята сейчас в состав сборной вошли. Будем надеяться, что они смогут доказать свою состоятельность со всех сторон, и как можно большее количество людей будет представлено. А в каких компетенциях Татарстан пока все-таки слабоват? Где вот нам надо поднажать? Ну, есть компетенции, по которым очень большая конкуренция на уровне Российской Федерации. То есть, если, например, брать каменотесов или краснодеревщиков, действительно не такое большое количество регионов России или учебных заведений, которые готовят действительно качественных специалистов. Такие кулинары, повара, кондитеры, фактически каждый регион выставляет достойного кандидата. Идея даже не вопрос, что мы слабоваты, что конкуренция очень большая. И очень сложно, когда иногда решают баллы или граммы даже. Вот в случае кондитеров, кулинаров очень сложно иногда быть явным лидером, явным фаворитом. Конечно же, есть над этим нам еще где работать. Есть, понимаете, мы пошли по другому немножко принципу. Есть регионы, которые берут за основу 7-8 компетенций и на них делают акцент. И вот по ним готовят. Но на выходе действительно не могут получить 7-8 медалей различного уровня. Да? Мы пошли немножко по другому принципу. Мы считаем, что если готовить, нужно готовить, наверное, не по 7-8 компетенциям, а развивать нужно наиболее такой побольше. Широкий фронт, да, и мы у себя в республике развиваем, например, по 76 профессиям, потому что каждая из этих профессий, она востребована на рынке, и мы можем представить достойных ребят. Поэтому пошли по этому принципу, да, где-то нам, может быть, в силу того, что приходится распыляться, как с точки зрения финансовой там, и организационной, где-то нам не хватает, может быть, просто внимания каждой компетенции детально уделить, где-то мы проигрываем, но нам есть над чем работать. Опыт-то наращивается. А опыт-то мы наращиваем, понимаем, что это
движение, этот процесс, который не останавливается там 17-м, 18-м, тем более 19-м годом. Мы ставим задачу развивать 20-й, 21-й и так далее. То есть перспективы. Перспективы, поэтому мы с этой точки зрения развиваем. Но есть над чем работать, есть регионы, которые наиболее сильны в машиностроении, например, где там, действительно комплекс машиностроительный, там, не знаю, Урал, например, вот Екатеринбург, где явно где-то они сильнее, нам тяжеловато, там, или сварка, да. Но, опять же, есть к чему стремиться, есть те стандарты. То есть нужно дооснащать, нужно приводить к единым образовательным стандартам, нужно дооснащать оборудованием, и нужно целенаправленно ребят готовить. Я думаю, что будут мы, что как бы скрывать, мы на протяжении там, 2012 года являемся одними из лидеров. В общекомандном зачете на национальных финалах в 2014-2015 году были первыми. В том году мы чуть-чуть буквально проиграли Москве и Московской области, хотя по золотым медалям мы Московскую область опередили, мы были третьими в общекомандном зачете. Но будем стараться, но конкуренция растет. Каждый регион из года в год тоже подключается. В азарт. Сейчас, если брать Российскую Федерацию, из 85 регионов 84 официально являются членами движения «Молодые профессионалы» WorldSkills России. Это только один регион Карелия, но и то они находятся в процессе. Это же здорово. Ну вот первым послом, недавно стало известно, предстоящего чемпионата 2019 года, который пройдет в Татарстане, стал ресторатор Аркадий Новиков. А кто еще из известных личностей эту почетную миссию примет? Да, это был первый кандидат. При этом человек, который действительно... Что такое посол? Ведь это не просто публичный личность, человек, который своей биографией доказывает, что... В нашем случае мы хотим сделать, чтобы каждый посол — это человек, который в своей биографии доказал, что как выпускник какой-нибудь, например, образовательной организации, а при этом Аркадий Новиков действительно выпускник советского ПТУ, да, по своей компетенции, начинал он действительно кулинаром, поваром, да, кондитером работал, и постепенно достиг таких высот. И мы как раз хотим, чтобы этот посол своим примером доказывал и показывал такой пример всей молодежи. И поэтому он стал одним из первых. Он с радостью принял как бы наше предложение, при этом на сегодняшний момент он активно нашу российскую сборную поддерживает, потому что ряд ребят на базе его заведений, скажем так, проходят уже стажировки, да, проходит обучение, у него есть для этого возможность, при этом он делился своими впечатлениями, что, понятно, ему очень близки все, что связано с ресторанным бизнесом, да, вот, официанты, кондитеры, повара, не знаю, администраторы, но, например, ему очень нравится такая компетенция, как кирпичная кладка. Они говорят, я очень получаю эстетическое удовольствие, когда это смотрю, когда делают действительно большие шедевры. И у меня есть очень много там друзей, знакомых, и я был, например, в одном из ресторанов в другой стране, где весь ресторан выложен из кирпича. Это просто уникальный шедевр. Поэтому я, действительно, вот, эстетическое удовольствие получаю. А вообще, над полом, скажем так, таких пасов мы на данный момент работаем. Я не буду называть имена, потому что пока еще не достигнуты с кем-то договоренности, потому что есть в этом вопросе обязательства и у нас перед послами, и у послов, поэтому это будут известные популярные личности, как на уровне Российской Федерации, да, так и на уровне Республики Татарстан. Естественно, мы будем максимально включать во все те мероприятия, которые будут проводиться, будем приглашать их ездить на чемпионаты. Они будут, безусловно, выступать какими-то мастер-классами, да, для того, чтобы они своим примером, опять же, показывали. То есть те люди, которые, как говорится, сделали себя сами в профессии. Совершенно верно. Эмиль, такой вопрос. Помимо вот реализации себя в профессии, опять же, в творчестве, в творческой профессии, это все равно все творчество, есть какие-то еще увлечения, помимо вот этого? У меня? Да. Может быть, вы руками что-то умеете делать, вот прям вот выпиливать, гончарить? Знаете, работая в этой сфере, мы, наверное, я и многие мои коллеги попробовали себя, наверное, в каждой компетенции. Приходится. Что понравилось? Приходится, потому что иногда нужно самим проверить, правильно работает станок. Действительно ли это все нужно приобрести в том числе. Поэтому себя приходится проверять, смотреть. Нравится работать с деревом. Это, такая, наверное... Если в свое время мы, по крайней мере, когда я учился в школе, были наши предмет труда, или потом
УПК, УПК как называлось, было да, мы такое, ходили, да. учились работать на станках, да, но в этом случае мы сами рассчитывали там, как выстругивать там, да, на этом станке какую-то деталь, то в этом случае, конечно, все новое, потому что сейчас все компьютеризировано, все нужно правильно рассчитать. Интересно посмотреть, как это все происходит, себя попробовать. Но для себя, например, мы поставили задачу, что вся та команда, которая сейчас работает, например, в Республике Татарстан по развитию этого движения, наша задача, чтобы каждый из ребят стал экспертом, да, профессиональным сертифицированным экспертом в той или иной компетенции. И для того, чтобы он, занимаясь развитием этого движения, изнутри и как участник, и как эксперт понимал, в чем же его суть, как все это оценивается, как все это происходит, какие плюсы и минусы. Для нас это принципиально важно, поэтому над этим мы тоже работаем. А что касается меня, у меня не так, к сожалению, много свободного времени. Но это понятно. Я стараюсь посещать, естественно, семье. Это, наверное, главное, что в моей жизни есть. И люди, ради которых живу, мои дети. Ну вот дома-то вот хотя бы разукрашки какие-нибудь можете. Дома дети, дома игры, дома обязательно это лего, да, потому что даже ряд компетенций, если брать, я все стараюсь связать. На данный момент... А мы заметили. Учеба, то есть, например, дошкольное образование или начальные классы. Например, у них есть образовательный модуль соревновательный, который тоже происходит на роботах лего. Или мобильная робототехника. Это все взаимосвязано. И сейчас, на сегодняшний момент, выпускать такое количество лего-конструкторов. Но это все развивает. Где взаимосвязано, 100%. да, и связаны компьютеры, если по компьютеру можно подключить, что-то задать. Поэтому дочь у меня очень любит лего, сын в связи с тем, что достаточно еще юн, да, всего лишь 3,5 года, мы смотрим, он, как любой мальчик, любит игрушки, да, супергероев, вот, и очень приятно, что в ряду супергероев у него и папа стоит, так что... Это, наверное, это очень почетно. Поэтому, вот такие семейные, наверное, бытовые радости. Действительно, играть, рисовать с детьми, побольше времени посвящать спорту, несмотря на Кстати, то, что вот что за это спорт? очень важно. Я как человек в свое время, наверное, позанимавшись и шахматами, и единоборствами, тогда это было модно, да, и дзюдо, и самбо в свое время, и достигшие каких-то определенных результатов, мы стараемся какой-то прививать. Очень люблю лыжи, при этом и горные, и обычные, да, зимой. А летом, если возможно, это действительно хотя бы поплавать, это бег. Это то, что, наверное, доступно, и любой человек может, выйдя на улицу, потратить полчаса, 30 минут, час на то, чтобы совершить пробежку. Первое время тяжело находить время, тяжело заставлять себя с утра проснуться, чтобы это сделать, но это нужно, это важно, и с этой точки зрения детям мы стараемся прививать такие навыки. Да, или сесть за велосипед, хотя бы прокатиться пару километров. Да, время — это такой ресурс. Очень ценный. Эфемерный. Спасибо вам большое. Наша программа на этом завершается. В общем-то, 3-2, я согласен. Хорошая партия была. Хорошо, что мы не в шахматы сегодня. Шахматы вообще было бы 8-1, наверное, если такое бывает. Эмиль, еще раз поблагодарим за то, что пришли в нашу программу. Очень исчерпывающую информацию, я думаю, получили все, мы в том числе и наши телезрители. И очень приятно, что рабочие профессии возвращают свое заслуженное место в жизни, которое оно должно быть. При этом в вашей сфере у нас есть компетенция звукорежиссуры. Мы вышли уже из этого возраста, к сожалению. Но остальные еще кто не вышел. Мы также готовим. Прелестно. Все на этом скажем. Всем до свидания. Счастливо. Всего хорошего. Спасибо.